Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь за 72 часа? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, чьи-то рога лежат у ваших ног, как коллекционируете, либо это трофейные. Кому-то вы рога скрутите, открутите чьи-то рога. Может быть, какой-то человек, знаете, как хулиган, грубиян, либо кто-то очень сильно зазнался, либо кто-то на себя много берет, а вы церемониться не станете. Вот, трофейные рога. Кстати, знаете, похожие на какие-то вот прям бараньи, либо, не знаю, козлиные. Ну, острые, опасные рога. В общем, кому-то скрутите, да, будут вашим, будут трофеем и напоминанием всяким там козлам и баранам, да, что к вам лезть нельзя. А кто полезет, тот лысенький будет ходить, да, без рожек. Кому-то скрутили, не показано кому, но вот у ваших ног рога. И это вот прям, ну, как пара, да, 2 штучки. Все, чья-то песенка явно спета. Нет, с вами шутить нельзя. Вы не тот человек, который позволит себя обижать. Ну, молодец. Вот здесь у меня 2 голубя, видите, в унисон летят, поднимаются вверх. Очень часто такие знаки появляются, когда люди влюбляются, либо когда между людьми, ну, вот такие ровные, идеальные, счастливые отношения. Это могут быть люди, как и, ну, мужчина-женщина, да, любовная пара, так и, например, какой-то дружеский союз, либо семейный союз, да, вот как брат и сестра, мать и сын или дочь, то же самое, там, отец с детьми. Вот как 2 голубя в унисон пытаются лететь вверх. Ну, такое идеальное состояние, идеальное отношение, либо это влюбленность и взаимная, счастливая влюбленность, которая точно перерастет в настоящую крепкую любовь. Обычно вот так голубями еще, если про любовь говорить, то высшие силы людей в пару сводят, да? Высшие силы вдыхают эту любовь у людей, и эта любовь, она судьбоносная, да, она вот прям как 2 половиночки, да, люди становятся. Ну, дай Боже, еще раз тьфу-тьфу-тьфу. Так, а здесь какой-то человек украдкой выходит из вашей жизни, как вор, да, либо какой-то преступник крадется, да, чтобы вы не увидели, чтобы вы случайно не узнали, чтобы не спросили, либо не остановили, либо еще что-то там не впоймали. Хитро. Вроде видите человека, туда-сюда раз и пропал, как сквозь землю провалился. Вот сегодня было, а завтра уже нет. Прячется, хочет спрятаться, да, крадется, чтобы на вас не наткнуться. И я так скажу, человек пропадет внезапно, ни с того ни с сего, а найдется очень-очень сильно не скоро. Может быть, к концу сезона, да, к концу весны, а может и вообще и того дольше, полгода может отсутствовать. Вы знаете, этот человек действительно виноват, вот как грех на душе у этого человека. И человек очень сильно боится, что вы все узнаете, либо что вы уже все знаете и поймаете и крепко спросите. Вот ответственности боится, совестно смотреть вам в глаза. И легче как сквозь землю провалиться, чем с вами встретиться с глазу на глаз, да, вот как-то поговорить. Ну, слабый человек, кишка тонка, был бы нормальный, адекватный, сильный, тот бы не постеснялся, не побоялся, пришел бы и честно признался, попросил бы прощения, либо сказал: я виноват, я отвечу, да. Ну, сильные люди так поступают. А всякие такие вот недоразумения пусть пропадают. Вам от этого так ни холодно, ни жарко, либо наоборот, даже лучше будет. Такие вот зловредные, злонамеренные люди меньше будут в вашей жизни топтаться.
Так, еще показывают, что вы какую-то двухголовую змею в узелок завязываете. А что это вы? Тут рога, тут змея. Да, 2 головы. Вот он узел, и вы в руках держите. Прям совсем не боитесь. Наоборот, с таким, знаете, прям удовольствием вы эту змею в узелок затягиваете. А может быть, это и не двухголовая змея, может, это 2 змеи, и вы их так возьмете вместе и перевяжете. Завяжете так, что они уже никогда не развяжутся. Ну, либо... Нет, с левой стороны, нет, неправильно. С левой стороны вы не за себя переживаете, вы не за себя боретесь. Вы, скорее всего, кого-то хотите обезопасить. Может быть, эти змеи, они и думать не думали на вас нападать. Да? Они на кого-то нападали, кто более слабенький и кто вам важен, да? За кого вы готовы порвать кого угодно на британский флаг. И вы столкнетесь, наверное, узнаете, увидите, услышите, что кого-то обижают. Молчать, терпеть не станете. Побежите, этих змей в узелочек завяжете. Очень сильно их напугаете. А еще больше напугаете человека, который, как знаете, натравливает, да, вот, как сказать, натравливает, сводит, наводит, подталкивает, накручивает, да, людей друг против друга. Да, возможно, этими змеями кто-то управлял, и человек не на шутку испугается. Человек, обделается как минимум. Вообще человек, смотрите, драпает вверх бежит куда-то, бежит кому-то сильному. Заступитесь, защитите меня. Я думаю, что если вы захотите, уже не поможет. Но змеи вы точно крепко завязали в узелок. И еще, мои хорошие, возможно, эти змеи неожиданно, да, активируются. Допустим, вы пришли там на работу, а у вас 2 коллеги, прям одна гадюка, другая кобра. И они давай на вас нападать с разных сторон. Вы такая, не проблема, да, взяли их там, завязали. Все, отдыхайте, барышни. Может быть, среди родственниц у вас такие вот присмыкающиеся. В любом случае, вы не планируете никого в узелке вязать, но вот придется и вы это сделать. А вообще мне идет, что вы за кого-то заступитесь. За того, за кого переживаете, либо за того, кто слабенький, кто сам за себя постоять не может. Дальше, мои хорошие. Вот с мужчиной у вас очень интересный разговор состоится. Не хотел он вам рассказывать, но, видимо, деваться некуда, придется. Мужчина, как маленький ребенок, в такой ситуации оказался, либо сам себя довел до такой ситуации, что не знает он, что дальше делать. Вот случилось и случилось, а что дальше делать, он не понимает. И вот придет он такой, знаете, с виновным лицом, будет долго мяться, стесняться, заикаться, но вам расскажет. И будет очень надеяться, что вы его там не сильно ударите, либо в живых оставите и все-таки поможете, расскажете. А вы его послушаете, скажете: ой, какой же ты у меня дурашка, какой же ты глупенький, что ж ты сразу не пришел. Не будете ругаться, нет. Наоборот, как-то его пожалеете, да, как-то умиляетесь, думаете: малыш, да, не вырос мальчик еще. И вместо ругани вы ему так прям по полочкам все раскладываете, объясняете, там схематически показываете. Слушайте, мужчина такой счастливый будет. Прям ходит, светится, как лампочка. Как эта лампочка на елке, да, гирлянда. И еще я вижу, девочки, что он преисполнен чувством благодарности. Благодарности за то, что не казнила, но помиловала, да, за то, что не накричали, за то, что вот так классно все объяснили. Смотрите, у кого-то это точно ваш мужчина, а у кого-то, возможно, сын, внук, брат, может быть, даже зять. Что есть, то есть. Как-то вы очень добродушны. А может, вы пар выпустили, рога крутили, змей вязали. То есть вам уже нормально. И не станете ругаться. А может, вы наперед все знали, да? А он сам подошел, честно сказал, и вы не стали сердиться. Сказали: все-таки совесть есть, все-таки есть над чем работать. Почему бы и не, да? Такое тоже может быть. Дальше, мои хорошие, какую-то показывают странную штуку. Знаете, на что похоже? На какой-то кабель.
кабель. Будьте поаккуратнее с этой штукой, потому что идет мне, что кто-то может травмироваться. Я, конечно, постараюсь этот момент закрыть, но береженого Бог бережет. Не знаю, что-то там, какая-то штучка, как наконечник, что-то то ли острое, то ли металлическое, что вот эта штука может вас поранить, либо кого-то может поранить, да, кто-то там, знаете, дернет эту зарядку или еще что-нибудь дернет и вот ударить может, чтобы травма не случилась. Ой, берегите себя, детей, животных, близких, да, всех берегите. Особенно вот глаза почему-то мне еще... Вот, я лучше закрою, не хочу про это говорить. Это так выглядит, знаете, меня аж прям мурашить начинает. Выглядит не очень, но берегитесь. Берегитесь, поаккуратнее делайте. Так, дальше. Вот здесь показывают воздушный шарик. Воздушный шарик готов лететь, но погода нелетная. Вот все, заправили, надули этот баллон, люди сели в эту гондолу, да, а лететь не летит, потому что облака очень плотные, видимости нет, и в любой момент может быть там, не знаю, дождь с градом, с молниями, там, все, что хочешь, может быть. Что-то будет отложено, но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, это к лучшему. Чем позже начнете, тем лучше будет результат. Вы потом поймете, почему. Вам потом это все откроется, либо в процессе будет открываться. Вот эти тучи – это не коварство темных сил, это не чья-то зависть, это веление небес. Вас просто таким образом останавливают и говорят: ну, не спеши, еще не все готово, еще не все там компоненты собраны, еще не все обстоятельства готовы, да, вот вас немножечко как притормаживают, не останавливают, но притормаживают, да, чтобы вы раньше времени не улетели. Ну, могут быть даже отмены рейсов, если вы будете лететь на самолете, либо задержки, либо отмены, переносы, да, не отмены, а переносятся там, не знаю, на сутки, например, да, или на 2 суток. И да, причиной тоже могут быть климатические условия. А может что-то другое быть причиной. Ну, высшие силы, они такие с фантазией, что угодно могут придумать. Вот. Не ищите дурных знаков там, где их нет. Это не дурной знак. Это хороший знак. Это вам стараются помочь. Свыше хотят помочь, да, потому что и воздушный шар справа, и лететь он будет вправо. И облака тоже справа пришли. Поэтому ничего тут злого, плохого нет. Это как для вас. Дальше показывают, что вы какому-то человеку, ну, как с колен помогаете встать. Человек на коленях, а вы помогаете встать. Возможно, вы будете кому-то помогать, возможно, вы кого-то будете утешать, возможно, вы для кого-то что-то будете делать, ну, опять же, по просьбе человека, да. Человек придет на колени, бухнется и скажет: помогай, спасай, выручай. Ну что ж, вы откажете? Нет, конечно, вы не откажете, вы будете помогать. Но человечку вы как помогаете на ноги встать, и человек, вы знаете, как-то даже немножко сопротивляется, но, может быть, преисполнен благодарности, либо человек, что не решается, да, боится, вдруг я там рухну с ног, а на коленях как-то безопасней. Может быть, человек решил, что нужно куда-то идти, там челом бить, умолять, просить, а вы другой путь знаете. Вы знаете, как по-другому решить вопрос, либо добиться нужного. Но я вижу, что вы будете помогать. И, кстати, да, придется повозиться. Это не так-то быстро получится, не так-то легко, как хотелось бы, но тем не менее. Ну, вы не тот человек, который отступает от взятых от себя обязательств. Вернее, отступает, уступает. Тут уже не важно, в принципе. Так, еще буква В. Буква В как будто бы льдом покрылась. Скорее всего, это инициалы мужчины либо женщины, может еще фамилия быть. Человек как будто бы весь во льду, как это Дед Мороз, либо Снегурочка, да? Холодный-холодный, аж страшно становится. Возможно, да, у человека в жизни что-то происходит, человек просто закрылся, а возможно, человек на вас обиделся, возможно, человек какие-то претензии к вам имеет. И вот эта демонстрация, что вот я на тебя обиделась, либо я на тебя обиделся, все, не подходи, а то холодом обдам, да, заморожу. Но надо отдать должное, человек, в принципе, отходчивый, и этот человек не может долго молчать. То
То есть, что бы там ни было, человек там через час, через два выскажет. По-любому выскажет, и вы все узнаете. Просто как подождите, да, не форсируйте. Видите, что человек отстраняется. Ну и пусть идет, погуляет, подумает, придет, расскажет. Все решится. Все равно я вижу, что этот человек к вам тянется. Что бы там ни было, человек все равно к вам тянется. Все будет хорошо. Дальше. Здесь вот в руках у вас какое-то продолговатой формы яйцо. Очень необычное. Ну, продолговатые какие? Гусиные обычно, да, бывают. Гусиные. Индюшачьи я не помню. Ну, куриные они как бы стандартные. Да, гусиные продолговатые. Утиные, гусиные. Ну, я не сильна как бы в домашние птицы. Но вот почему-то мне кажется, что гусиное. И это яйцо вы получаете откуда-то слева. То есть какой-то неожиданный момент, неожиданное предложение, либо неожиданная награда, которая найдет своего героя. Смотрите, не отказывайтесь. Не отказывайтесь, иначе тут начнется что-то страшное. Человек, которому вы отказываете, сразу на себя накидывает кучу всяких, как клейм, да, клеймо на себя ставит. Я такой плохой, я такой прокаженный, ты со мной не хочешь, ты от меня брезгуешь, я, как бы ни на кого не влияю, никто со мной не считается, и понеслась душа в рай. Почему-то похоже, что, допустим, вам ваша мама, либо бабушка, либо, не знаю, там, сестренка старшая, братишка, что-то купит, что-то такое, что, например, не ваш стиль, да, не в вашем вкусе, но человеку нравится, человек вот решил вам купить и подарить, и если вдруг вы себе позволите сказать, что нет, мне это не нравится, там будет вой, там будет 2 часа пререканий, 2 часа каких-то, знаете, этих обиженных высказываний, поэтому лучше пожалейте себя, берите, пригодится, а не пригодится, кому-то передарите. То же самое может быть и, допустим, вот кто-то решил вас чем-то угостить. Допустим, да, вот соседка решила вас угостить, там, не знаю, пирожками с чем-нибудь, там, с ливером, а вы ливер не любите. Вот. И если вдруг вы попытаетесь ей отказать, то она не уйдет к себе домой, она просто вот плюхнется у вашей двери и начнутся волания. Оно вам надо. Да возьмите вы эти пирожки. Выйдите потом вечером бездомным животным отдадите. Да? Бездомные животные покушают. А может быть, кто-то другой любит эти пирожки с ливером. Кому-то другому передарите. Но не отказывайтесь, иначе потом пожалеете. Оно вам надо, этот стресс, эти нервы? Нет, конечно, не надо. Все, берите, скажите спасибо. Скажите: я так хотела, я так мечтала. Человеку будет приятно. Человек порадуется, да, что вот не зря делала эти пирожки, либо не зря я покупала. Уступите, да, правильно так сказать. Дальше у вас какое-то странное кольцо. Одна часть кольца, она такая вот прям плотная, толстая, а другая как будто бы, проволочка, причем гнутая. Какой-то неправильный союз, либо в союзе один человек на себе тащит другого. То есть это может быть и брачный союз, и любовный союз, и творческий, и дружеский, и даже деловой союз. То есть я так понимаю, что если с вашей стороны толстая, как сторона, да, кольца, то это вы тащите на себе. Дело, конечно, ваше, но очень похоже, что вами пользуются в своих интересах, и, возможно, человек без вас бы уже где-нибудь там пропал, но за счет вас человек постоянно выезжает. И еще мне не очень нравится, что этот человек хотел бы с вами местами поменяться, но не в плане того, что делать все за вас, а в плане того, что вот себя называть главным в этом союзе. А это прям некорректно, неправильно и вообще обидненько даже выглядит. Не позволяйте собой пользоваться. Если союз, то давайте союз такой, 50/50, все, никак по-другому. Не позволяйте быть по-другому. Это в ваших же интересах, понимаете? Союзы должны быть правильными, органичными и справедливыми. Вот так и скажите. На меньшее не соглашайтесь. Дальше показывают
верблюда. У верблюда 2 горба. И у этого верблюда есть хозяин. Человек, который многого добился. Человек, который, ну вот есть чем похвастаться, да? Но человек не будет хвастаться. Человек, наоборот, вас удивит своей скромностью, сдержанностью, умению слушать, да, а не вот это тра-ля-ля, да, рассказывать, какой я крутой. И вы знаете, этот человек дает какие-то оценки. Вот мне идет, что оценивает кого-то, что-то. Вот все оценки этого человека на вес золота. Вам очень повезет, что вы либо рядом с этим человеком окажетесь, либо во знакомстве с таким человеком. Прям вы должны слушать этого человека и стараться запоминать все, что говорит этот человек. Вам это точно может пригодиться. Вы знаете, наверное, эту пословицу, да, с кем поведешься, того и наберешься. То есть, если дружить с такими вот умными, состоявшимися, состоятельными, респектабельными людьми, то вы тоже войдете в этот круг. Ну, по крайней мере, начнете свой путь именно в ту сторону. А если, например, там общаться и дружить с неудачниками, с лентяями, с бездельниками, ну, понятно, что ничего хорошего не будет. В лучшем случае вы будете тянуть этих людей на себе, а в худшем случае вы начнете, что тоже становиться в такую позицию, что ну, типа, никто не делает, и я не буду делать. Да? Поэтому важно каждое слово ловить, запоминать. И если у вас есть какие-то вопросы, что-то вас интересует, задавайте, пользуйтесь моментом, задавайте, расширяйте свой кругозор, пополняйте свою копилочку знаний. Это очень важно, это очень вам пригодится. Дальше. Вот здесь люди успеют за 72 часа поссориться и очень страстно помириться. У вас, ну, буквально, да, то вы друг друга вот так вот за грудки тягаете, а потом уже вас не оторвать друг от друга, вы целуетесь. Какие-то сумасшедшие отношения, но зато не скучно, да, что романтика, любовь. Может быть, у вас такой тип отношений, да, африканские страсти называются. Люди не могут без выяснения отношений, либо именно в пылу эмоций, да, у вас прям самые страстные моменты происходят. Ну, со стороны, конечно, все выглядит максимально драматично, но вы знаете, что делаете, и, ну как, что и мужчина в предвкушении, что вот мы поругались, сейчас помиримся, что и женщина. То есть, да, вы пугаете окружающих, либо родственников пугаете. Вы им просто объясните, что у вас такой стиль отношений, и для вас это нормально, потому что вы не любите пассивные, там, рутинные эти отношения, да, для вас это неинтересно. Вам интересно, когда всегда драйв, когда огонь, когда искры из глаз, да, когда вы там проорались друг на друга, а потом раз и все, и у вас прям романтик начался. Ну, что есть, то есть, да. Так, еще какой-то дым, но огня пока не вижу. Будет всего лишь дым. Что-то начинается. Что-то начинается. Что-то, чего вы либо очень долго ждали и надеялись, либо вы просто ждали, но надеялись, что это не произойдет, а оно уже начинается. Дым пошел. Пока это такая, небольшая, как струйка дыма идет, но дальше будет больше, а потом и огонь появится. Я понимаю, что это для кого-то точечно предсказание идет, и вы понимаете, о чем это речь. Время пришло, понимаете, время пришло. Там у вас буквально пару дней, максимум дней 5, и будет огонь. Вот. А дым вы начнете наблюдать буквально уже там сегодня-завтра. Поэтому действуйте. То, что вы задумали, обязательно делайте. Едьте, делайте, что решили, то и правильно. И пусть Господь вас бережет. Дым уже пошел. Да? Имейте это в виду. Так, лодочку еще показывают. Но лодочка без паруса. Паруса нет, либо парус сложен. Но, тем не менее, это никак не мешает лодочке плыть дальше. Какие-то люди тыкают пальцем и говорят: куда же ты без парусов плывешь? Да? Без парусов ты никуда не уплывешь. Но эти люди не знают того, чего знаете вы. Поэтому не слушайте, не обращайте внимания и
плывите. Плывите туда, куда задумали, либо куда решили. Ваша лодочка крепкая, она вас точно довезет. А паруса, да и без парусов доплывете. Вы уже движетесь в правильном русле, в правильном течении, в правильную сторону. Все, никого не слушайте. И это помогаторов вам тоже не надо, потому что они не помогут, наоборот. Могут лодку вашу и развернуть, и на мель посадить. Оно вам надо? Нет, не надо. Абсолютно никак и ни зачем. Дальше показывают какого-то чертика. Какую-то женщину за волосы дергает. Какая-то напасть. У какой-то женщины случится напасть. И эта женщина, она, я так понимаю, к этому будет не готова. И еще я вижу, что эта женщина, под, как не знаю, эмоциональным этим давлением, стрессом, какие-то ошибки начнет делать. Ошибки фатальные, одна хуже другой. И тут такая цепная реакция показана. Если сравнивать, то эта женщина сама себя подрывает, да, буквально. Просто на ровном месте. Может быть, это ее зло, которое к ней вернулось. Может быть, это ее алчность. Может, и еще что-то. Но эту женщину вы знаете. За этой женщиной вы давно уже, как наблюдаете, либо, посматриваете в ее сторону. Потому что непонятно, чего от нее ждать, да, либо понятно, что ничего хорошего ждать не надо. Буквально увидите, как она портит свою жизнь, да, разбивает свою жизнь в осколки. Что это за чертик? Может, это ее наказание, а может быть, она действительно какой-то магией занималась, бестолковая, непутевая, сама себе навредила. Но это уже не ваша забота. Просто наблюдайте, да, и будь что будет. Я вижу, что за волосы дергают. А волосы это прям серьезно. Да? Серьезно. Это сила, это жизнь, продолжительность жизни, здоровье. Да? Часто тоже по волосам проходит. Что есть, то есть. Так, мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.